Салям алейкум, в эфире программа Canli Studio и я, Алия Хаджибадинова. Сегодня у нас в гостях украинский авторский проект, который работает в стилях джаз-фьюжн, Crocodile Project и его фронтмен Артур Решетов. Салям алейкум. Алейкум салям. Как настроение? Отлично. Расскажите, как родился ваш проект? Проект родился после того, как я написал первую композицию, авторскую. Мы ее попробовали, порепетировали, сыграли. Я прикинул, что было бы очень хорошо, если все-таки мы перейдем на другой уровень и будем играть уже свою музыку. Но с этого как бы и все началось. Теперь это уже принципиальная позиция — играть свою музыку. Ну да, конечно. Играем свою музыку, стараемся на концертах играть только свое. Конечно. А когда попросят кавера? Не, ну кавера — это все же другая работа и другая стихия. Если я выступаю под именем как Crocodile Project, то я играю только свою музыку. Вы недавно переехали из Херсона в Киев. Скажите, ваш переезд связан с творческими планами? Да, связан. Как вы знаете, Херсон город небольшой. Мест для выступлений очень мало. Сейчас мне недавно позвонили мои друзья и сказали, что в
их вообще уже нет почти. Да, и поэтому я переехал в Киев для поиска чего-то нового.
У вас состоялся первый концерт в Киеве, да, после переезда, или были еще до этого? Первый концерт, когда состоялся первый концерт, на него пришло около 20 человек, наверное, не больше. Но по отзывам моих друзей, по отзывам других музыкантов, им нравится. Это такое что-то новое, чего еще, не знаю, может, никто не делал в Украине. 20 человек, говорите, пришло на концерт. Это вас расстроило? Нет, конечно. А на второй концерт? Другой был клуб. Там, я думаю, что capacity, количество людей было меньше, точнее мест, а людей было больше, да. Вы выступали совместно с Мариеттой Арушанян. Расскажите, как вы познакомились и кому первому пришла идея создать вот такой совместный проект? С Мариеттой мы познакомились в музыкальном училище в Херсоне. Вместе с ней играли на разных концертах, тоже да, в Херсоне, но играли в основном джазовую музыку, стандарты. И она пела песни «Татевик». Первый раз, да, получается, это наш первый опыт работы вместе. А с кем еще из джазовых исполнителей вы сотрудничали? Я могу сказать, с кем я вообще сотрудничал. Я работал с очень известной американской вокалисткой Шушана Бин. В Америке она очень известная, очень талантливая. Работал с музыкантами с разных стран, от Таиланда до Америки, с очень крутыми музыкантами Северного Техаса. Вы гастролировали? Вы Я где-то работал на работали? круизном лайнере. О, да, кстати, многие музыканты работают на круизных лайнерах. Да. Как вы к этому относитесь? К работе на круизном лайнере? Ну да. Это все-таки, знаете, такая работа вот проектная, да? Вот работали, заработали деньги, но потеряли время. Ну почему же? Все зависит от того, на какую компанию ты поехал. Зависит от того, кто у тебя в бенде, в коллективе, кто твой начальник. Зависит от того, как ты себя подаешь на работе, как ты к этому относишься. Если все совпадает в хорошем направлении, то это очень, очень круто, очень хороший опыт. Поэтому можно познакомиться с разными музыкантами, с разными личностями.
По поводу проекта Смиреты Рушанян, планируете ли вы запись совместного альбома? Да, конечно, планируем запись ее музыки, планирую запись Crocodile Project, конечно же, да. А у вас были гастроли по Украине с этим проектом? Да, мы ездили, выступали в Днепре, выступали во Львове, был очень хороший концерт в Херсоне. А вы играете только авторскую музыку или сотрудничаете с другими композиторами? Ну, получается, я сотрудничаю с Мариетой, играю свою музыку. Ну, собственно, все. Планируете ли вы гастроли за пределами Украины? Да, очень бы хотелось поехать на фестиваль джазовый. Да, это совсем другой опыт. Играть для иностранцев в другой стране. Это очень круто. Да. Конечно, планируем вот сначала записать альбом, потом выйти уже на другой уровень тоже. А на каких фестивальных площадках вы работали? Первый концерт, один из первых концертов Crocodile Project мы работали на фестивале уличной музыки by Leopolis Jazz во Львове. Тоже проект был с вокалисткой, смесь вокальной музыки и инструментальной с Валерией Кучеренко. Сейчас мы тоже в этом году выступали сразу на двух сценах, тоже во Львове. Тоже был Street Music Fest. Также выступали на пикник-зоне на стадионе.
Ateşleri yakma beni, ateşleri yakma beni, ateşleri yakma beni, ateşleri yakma beni. Ну, на сегодня все. С вами была программа Canli Studio. Оставайтесь с телеканалом АТР, слушайте хорошую музыку.